Айвар, через несколько дней уже наступит 2012 год. Прежде всего, каким образом вы будете встречать его? Ну, скажем так, что в футбольном плане, конечно, этот год был очень такой активный, так как у нас принято в ноябре, в декабре в футбольном союзе очень много таких межсезонных мероприятий, всякие комитеты, группы работы, обсуждения, так что всегда Новый год такой очень важный период, чтобы отдохнуть, чтобы войти в себя обратно. И из этого исходит то, что Новый год буду встречать в очень спокойной обстановке, у себя дома в лесу, так что далеко от всех людей. Так что это всегда так. Вы сказали, что действительно прошедший год был очень таким активным и насыщенным, как для эстонского футбола, для футбольной сборной и, конечно, для вас. Но как вам кажется, каким он был? Было ли больше приятных моментов или все-таки разочарований? Нет, однозначно было больше приятных моментов, хотя если мы будем обсуждать даже о сборной, там были и критические периоды, и даже очень критические периоды, но в окончательном плане результат был, я думаю, наилучший возможный, и это, конечно, все другие вещи погашает или, скажем, станет выше их. Это был все-таки однозначно самый лучший, самый интересный сезон футбола для всей Эстонии, для футболистов, для сборной Эстонии, для футбольной семьи. Так что можно и надо говорить только в позитивном тоне. А если говорить немного конкретнее, то, например, какое событие за прошедший год именно в футбольном мире вас обрадовало больше всего, скажем так? Ну, я думаю, что это все-таки действительно успех нашей сборной и то, что мы нашли свой путь. Я выражаюсь как раз с этого угла, потому что, по-моему, мы нашли свой путь, то есть свою игру, свое лицо, и хотя из этого исходят и следующие проблемы, то есть вопрос стоит, как это лицо сохранить и как идти дальше, но это то, что все-таки, я думаю, что мне, как президенту Эстонского футбольного союза, можно выделить как самое важное событие этого года. Какое событие было, так скажем, самым, ну, неплохим, но таким негативным? Даже трудно сказать, то есть я стараюсь брать всегда все негативные аспекты как учебу, как урок для развития. Если подумать так, что какой момент эмоционально все-таки поставил в такую самую тяжелую ситуацию, это был все-таки, наверное, после матча с Фарерами, или, может быть, даже между матчами Италии и Фарерами, где действительно был такой момент, что не знал, как быть, потому что надежда на то, что мы с этой ямы выйдем, была все-таки очень маленькая, и там был действительно вариант только ждать и смотреть и надеяться. Задним числом можно это, конечно, смотреть гораздо позитивнее, скажем так, только позитивно, но я помню, что вот особенно после матча Модена с Италией, то есть вот был такой же момент, где вот чувствовал, что видел, что все пусто, что нету вариантов, в принципе, чтобы на Фарерах выиграть, то есть потому что в тот момент у команды идеи не было, но несколько месяцев позже выяснилось, что все-таки у Тармо Рютли, у главного тренера, есть еще одно качество, что он способен команду из кризисов выводить. И это был, по-моему, уже третий раз, где он выводил на новый уровень после этого. Так что я думаю, что это был самый такой все-таки тяжелый момент эмоционально.
какие выводы вы сделали лично для себя, например, именно как глава футбольного союза, то что вы для себя пожелаете, например, на следующий год? Что-то изменить, исправить? Я думаю, что это опять такой, может быть, философический, то есть что в каждой ситуации надо идти дальше только через позитив, то есть и при любых, даже хоть как тяжелая ситуация не было, то есть надо всегда идти через позитивные решения, позитивные варианты, через позитивное поведение, скажем так, и в то же время постараясь дать конкретные аналитические ответы на проблематичные вопросы. То есть, может быть, это что-то, в чем я получил опять дополнительную уверенность в этом году, и в чем, может быть, в следующем году будет еще больше силы, то есть и уверенности, что любое развитие идет только через позитив, позитивное поведение. Вы как-то упоминали такой термин, как славянская культура в футболе, и что она играет значительную роль и в эстонском футболе тоже. Вы можете немного прокомментировать, что же это за роль такая? Ну, и если очень просто говорить, то я считаю, что нынешняя игра, хорошая игра сборной Эстонии состоит на двух главных аргументах. Даже не буду сейчас трогать, из чего это дошло до того, но явно видно, что мы не играем как скандинавы, играем чуть по-другому. Скажем так, что мы стараемся играть технично и конструктивно, что является, по-моему, явным влиянием российского, русского, может быть, даже советской футбольной культуры. То есть мы играем созидательный футбол. Но мы имеем к дополнению это скандинавскую дисциплину и скандинавские физические готовность. То есть, и я думаю, что те две части сегодня основы нового эстонского футбольного культуры, если мы говорим о сборной и тоже о клубах, и также о клубах. И это немаловажный факт, потому что у себя должно быть какое-то лицо, и если мы смотрим общую картину, тогда Эстония действительно сильна в том, что она где-то между Востоком и Западом находится, и теперь каким-то образом вот в футболе мы получили тоже плюс от этого. И я думаю, что это очень важный фактор. Константин Васильев был в этом году достоин сразу двух титулов почетных: гражданина года и футболиста года, правильно? Да. А кого еще из игроков, скажем, сборной вы бы отметили отдельно? Ну, если ты начал с Васильева, то есть тогда, наверное, надо сюда прибавить сразу Дмитриева, с кем они все-таки в паре чувствуют себя. Это что-то редкое, то есть так, как они друг друга понимают. Конечно, нельзя забывать, то есть Райо Пирво, кто все-таки моральный лидер команды, и Ярмо Ахюпера, например, кто такой думающий, нападающий, то есть кому можно дать конкретные задачи. Ну, наверное, каждому игроку можно дать такой специфический роль, потому что и хвалить через этот роль, и сказать, что поэтому он очень хороший игрок. Я думаю, что один из достоинств нашей сборной есть то, что вот хорошее качество игроков как раз тренер смог их ставить играть таким образом, что хорошее качество их видны, и слабые качества прятаются или теряются, скажем так. Это тоже немаловажный факт. И скажем так, что хотя мы начали с Васильева и назвали еще некоторых других фамилий, но сила в этой команде все-таки сила во всем коллективе, наверное. И у всех есть позитивные качества, которые влияют на хорошую игру. А если вы бы обратились сейчас к игрокам сборной Эстонии, то чего бы вы им пожелали в наступающем году?
чтобы они продолжали таким же трезвым образом смотреть на свою футбольную жизнь, чтобы они держали те хорошие свойства, позитивные свойства, которых они имеют, чтобы они держали тот коллектив, который у них есть, позитивный менталитет, позитивное отношение к делу, и чтобы они думали тоже о том, как уменьшить недостатки, которые мы тоже, и которых все в мире имеют.